Рустам Зыкевич, вы упомянули послание президента России. Программный документ, важный документ. Вы присутствовали во время оглашения послания. И вот 2/3 этого послания этого года все-таки было посвящено социальной политике, экономике, качеству жизни россиян. Несмотря на то, что запомнился нам, так сказать, последней частью, да, но вот 2/3 посчитали, да, специально, было посвящено социальной политике. Что в этом документе для вас наиболее ценно, вот, с точки зрения стратегического развития именно нашей республики? В целом, главная мысль вот этой части послания, которая обращена к внутренней политике, к внутреннему развитию, все-таки, вы знаете, такое постоянное движение вперед и постоянная забота о человеке, живущем в стране. Цифры сами по себе, еще раз хочу сказать, вот неинтересны, когда мы говорим там в миллиардах или в миллионах тонн, километров, еще чего-то. А вот то, что касается конкретного человека, личности, гражданина, вот это всегда вызывает большой интерес и дает энтузиазм в работе, и оптимизм определенный. Ну, в частности, президент сказал о том, что к концу следующего десятилетия средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране должна быть 80+. На сегодняшний день в республике мы имеем 71 с хвостиком, в стране 72 с хвостиком, а здесь 80. И это, извините, цифра, эта история, она коснется каждого человека. То есть ожидается рост средней продолжительности жизни. Для этого нужна хорошая медицина, правильное, разумное отношение людей к своему здоровью, это значит образованность, цивилизованность нашего общества. Для этого нужна комфортная среда, в которой живет человек, городская или сельская или. Для этого нужно в том числе качественное жилье. Одним словом, вот эта нацеленность на человека, на то, чтобы он чувствовал себя в стране комфортно, спокойно, достойно, собственно говоря, вот на ближайшие 5-6 лет, то, о чем сказал нам в своем послании президент страны, наполняет нас оптимизмом. И мы видим, что эти планы подтверждаются и финансами. Затраты предполагаются значительные, исчисляются затраты триллионами рублей, и мы вполне понимаем, что эти деньги, безусловно, пойдут в регионы. В регионах живут люди, и республика в том числе будет получать и помощь, и поддержку на развитие, и в социальном плане. Мы, безусловно, будем менять в том числе и свои планы в некоторой части, хотя стратегия развития Республики Башкортостан, которую мы приняли вот в ушедшем 2017 году, собственно говоря, предполагает достижение показателей, примерно соответствующих тому, о которых сказал президент. Очень для нас хорошо, что и президент страны еще укрупнил эти задачи, сделал их более масштабными. Ну и в этом смысле нам даже легче работать, потому что и цели более глобальные, они ясны, ну и мы будем продвигаться к их решению.